Последние новости из Туркменистана. Читайте нас в Телеграме и не забудьте подписаться. В июле в Каракумском Этрапе, в поселке Икты Елмарыйского вилаята, врачи спасли 16-летнюю пациентку, находившуюся в состоянии геморрагического шока. Медики боролись за ее жизнь 2 суток и спасли. Для специалистов в белых халатах это безусловный успех, а для пациентки и ее близких настоящее чудо, ведь жизнь девушки висела на волоске. И для сельчан произошедшее оценивается не иначе, как чудесное исцеление. Но вот вопрос: почему врачебный успех обычной сельской больницы воспринимается как чудо даже в масштабах страны и всей ее системы здравоохранения? Может потому, что у успеха есть два прямо противоположных фактора, составляющих его основу: это благодаря и вопреки. Поговорим о том, какую роль в нашей истории сыграли оба этих фактора. Итак, что делать коллективу сельской больницы, когда к ним поступает пациент в тяжелейшем состоянии? Нужна экстренная операция, а в больнице нет ни профильного специалиста, ни требуемого оборудования. Транспортировку в вилаятский центр, где все это имеется, больной вряд ли переживет. И это вам не задачка из медицинского учебника, а ситуация, с которой врачам в этрапских больницах Туркменистана приходится сталкиваться регулярно. Пришлось решать подобную задачу и специалистам Каракумской больницы, когда в середине июля к ним поступила 16-летняя пациентка с массивным кровотечением. Состояние тяжелейшее, геморрагический шок, давление упало до критических значений, гемоглобин показывает анемию 3-й степени, счет на минуты, необходимость в немедленных реанимационных мероприятиях. А в больнице нет ни хирургов соответствующего профиля, ни такого же реанимационного оборудования. Главный врач больницы Гадам Базаров взял всю ответственность на себя. Он посчитал транспортировку пациентки в вилаятский центр самым рискованным вариантом и оставил ее в Икты-Иле. Следующие 48 часов сам Базаров, а также заведующий отделением реанимации Давран Атамухамедов, врачи и медсестры боролись за жизнь больной. Они применяли интенсивную консервативную терапию, многократные переливания крови и введение специальных растворов, чтобы восполнить объем и восстановить состав крови, проводили кровоостанавливающую терапию, вели круглосуточное наблюдение за функционированием жизненно важных органов. И это сработало. Кровотечение удалось остановить без операции, состояние пациентки стабилизировалось, угроза жизни миновала. А больница Каракумского Этрапа Туркмен Ньюс уже в начале этого года рассказывал. Тогда местный источник поделился с читателями об успешно проведенной ему операции. Она также стала возможна благодаря высокой квалификации главврача, большому опыту специалистки УЗИ, компетенциям и преданности делу всего коллектива больницы. И вот источники, у которых журналисты издания перепроверяли факты, рассказали о новом успехе местных врачей, вырвавших из лап смерти 16-летнюю пациентку. Хорошая новость среди множества мрачных из мира туркменской медицины, и она является поводом задаться вопросом: на самом ли деле подобный счастливый исход должен восприниматься как чудо чудесное? Но давайте взглянем на ситуацию трезво. Вероятность успеха была напрямую связана с наличием в лечебном учреждении необходимых ресурсов: оборудования, достаточного банка крови, специалистов, их знаний. Больница, к которой прикреплены 28 населенных пунктов и которая обслуживает Этрап с населением более 60 тысяч человек, не может обходиться без всего перечисленного. Ей жизненно необходимы как современная реанимационная техника, так и специалисты разного профиля. Но в этом и других этрапах страны, и даже в вилаятах, учреждениям здравоохранения часто не хватает базового оборудования, а также очень востребованных аппаратов искусственной вентиляции легких, рентгеновских аппаратов, лабораторных реактивов. В столице же, в многофункциональных и специализированных центрах, нехватки ультрасовременного оборудования не ощущается, его там достаточно, и оно часто простаивает. Для того, чтобы пользоваться им и грамотно обслуживать, нужны специальные знания, а их большинству туркменских врачей взять неоткуда. Медиков не выпускают за рубеж, и в то же время иностранным специалистам редко дают возможность посетить Туркменистан. Успешные примеры спасения человеческой жизни в обычной этрапской больнице, а также открытие современных медицинских центров в Ашхабаде и новом городе Аркадаге подтверждают, что таланты и материальные ресурсы в туркменской медицине имеются, только вот профильное министерство почему-то никак не дает им встретиться друг с другом, а заодно и с насущными потребностями пациентов. У вас есть что рассказать? Пишите нам в секретном чате Телеграма. Мы никогда не раскрываем свои источники и гарантируем полную анонимность.
А если вам нравится наша работа, поддержите нас, становитесь нашим спонсором.